Чондунертес, привет, дорогие друзья! Сегодня я в Денисовке оказался. В Денисовке нету совсем дорог. Один путь есть, это по реке Печора, поэтому тут у местных жителей, у каждого, наверное, есть лодка, и не одна. Деревня стоит на правом берегу реки Печора. Изначально тут были охотничьи угодья. Коми-охотники в этих лесах жили по полгода. Потом они стали оставаться навсегда. Так и образовалась деревня Денисовка в Усинском районе Республики Коми. Тут живут коми-люди, разговаривают на коми-языке, поэтому, может быть, в этом ролике некоторые диалоги я запишу на коми-языке. Русские, не обижайтесь, пожалуйста. Нас, коми-людей, и так мало осталось. Предки Денисовки выходцы из соседнего Ижемского района. Это можно понять по домостроительству. Вот типичный коми-ижемский дом. Двухэтажный. Дом построен в 1923 году. С 2019 года в нем никто не живет. Если все до ума довести, дом лет 40 еще будет принимать гостей. Вот Минай Рочевы с первопроходец из Кучбы. Вся еще семья нас локтема. Тавысестен берег дурас. Зайду ния яз будме мать дашталана, ния влас. Суквула шеде мать люлькасе. Челядь нас, ачны сиди керкасе строите мать до зимы. Короче, из Котцева еде мать стався шеля юруч, да Ижемский районыш. Уджут пуж ясен, шняг ясна, шуше мать. Это был подарок от Лукойла детям. Построили две детские площадки, одна мини-футбол, а другая детская для маленьких детей. У нас все довольны, взрослые дети, постоянно дети играют, вечером здесь свет горит. Детям нашей деревни очень нравится. Спасибо, конечно, Лукойлу за такое внимание к нам, к нашей деревне. И к Николаю Зималетовичу такая, что он очень старается для нас. Разузнав несколько информации про село Денисовка, поделюсь с вами. В общем, в селе Денисовка работает школа на 9 классов. После 9 классов ученики переезжают в Усинск доучиваться, либо поступают в колледжи. Работает ФАП, новый ФАП, вот он позади меня стоит, синего цвета. Вот этот старый ФАП тоже есть, он уже не функционирует. А еще есть в Денисовке пекарня. Хлеб просто отменный пекут. Я сам пробовал. Какой-то рецепт, старинный рецепт. Рецепт держат в тайне. Так что, нянь да сол. А это я обедал в модульной столовой на стройке в Денисовке. В деревне уже давно нет дома культуры. Молодежь дискотеки зимой и летом устраивает на улице. Создан проект и уже идет стройка социально-культурного центра. Строительством занимается компания Ижва. Все рабочие коми разговаривают на родном языке. Привет! Верни нас на рабитан. Как неделя надо. Самый первый дом деревни Денисовка, построенный в 1893 году. Здесь жил хозяин Рочев Минай. Во время войны этот дом как сельсовет тоже был, как администрация. Служило это здание медпунктом. Здесь были, тут и детей рожали, и лечили, в общем. Во время перестройки этот дом перебазировался как детский сад, так как наш детский сад сгорел. И вот здесь были ясли. А теперь этот дом снова стал администрацией. Правда, так как нету пока у нас дома культуры, он тоже у нас 11 лет тому назад сгорел. Вот эта часть у нас библиотека, та часть администрация. Зарегистрировано нам 499, фактически около 407 человек деревня у нас на сегодняшний день. Самое главное, что для нашей деревни на сегодняшний день это школа. Самый больной вопрос. Если закроется школа, то деревня совсем опустеет. Но пока есть школа, деревня живет. Конечно, не скажу, что много приезжих. Сейчас что-то и не стали даже новые дома строить, потому что все хотят уже, думают, в город уезжать. Но деревня пока живет. Связь у нас, в общем, у нас есть мобильная связь. Сейчас Теле2 вышку поставили. Очень хорошая связь, скоростной интернет. Так еще есть промежуточная связь Билайн. Вышка стоит в мутном материке. А так еще Ростелеком. Стационарная связь. Вот. Денисовка находится в Усинском районе, но она все равно отрезана от большого мира. Есть дорога только по воде летом и зимой по зимнику, по болоту ездят.
в распутицу, когда на реке лед. Проблема с продуктами. Вот продуктовый магазин тут стоит. Сейчас как раз продукты доставляются более-менее, но все равно ценник из-за доставки высокий. А вот во время распутицы вообще бывает так, что продукты заканчиваются. Там, например, яйца, молочка, их просто под ноль, их нету вообще. Вот даже такие места еще есть в Республике Коми. А на этом 6-й выпуск проекта Руслана Магомедова «Территория Коми» подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и продолжайте изучать республику вместе со мной. Пока.